Когда говорят о сказительском мире, когда говорят об эпическом мире, думаю, что никакой разницы или, скажем, значительной разницы между этими феноменами или мирами не имеется. Потому что сказитель, он и есть сказитель у всех народов. И как приходит сказительский дар, и как становится сказителем, чем обладает сказитель, что с собой представляет сказительское искусство. Все это у всех народов, у которых имеются, есть небольшая особенность национального значения. То есть каждый народ, имея своего сказителя, имеет сказительское мировоззрение свое, есть принципы и кодекс сказительский, который является путеводителем для сказителя. И это отличает того или иного сказителя или представителя того или иного народа. А в общих чертах они все похожи. И это говорит о том, что возникновение сказительского искусства и сама природа сказительства, она у всех народов была единой или одинаковой. Я изучал биографии некоторых якутских улун-хосутов, и я заметил, что и у кыргызских сказителей манасчи, и у якутских сказителей улун-хосутов имеется очень много общего. Даже если возьмем сновидение сказителя. У нас просто принято у кыргызов, что сказительский дар, он приходит. Ее невозможно выпросить или нельзя приобрести взаймы, нельзя стать сказителем искусственным путем или выучив какой-то определенный эпизод или текст из эпоса. В этом отношении следует сказать, что сказительство — это более чем искусство, это дар. А дар, он приходит. Приобрести дар невозможно. То есть он приходит. Но мы обычно говорим, что свыше, или от духов предков, или от духов мира эпического, или от духов природы, или предков. Так вот, это вот тот феномен, который до сегодняшнего дня не распознан наукой. Это тот феномен, который имеет очень много вопросов, но не имеет конкретных ответов. Мы, изучая природу, загадочную природу шаманизма и шамана, мы оставили за бортом вопрос сказительского искусства или сказительского дара. Точно так же, как и шаман получает свой шаманский дар, таким же путем получает и сказитель свой сказительский дар. В этом отношении они
очень схожи и родственны. Вот что я хотел бы сказать. И что касается сказителя кыргызского, здесь нужно отметить, что когда мы говорим о кыргызском сказительстве, мы в первую очередь отмечаем сказителя эпоса Манас. Хотя у кыргызов имеются более 30 или около 40 других малых эпосов, которые остались в книжной форме, и некоторые лишь из них исполняются, но не имеют носителей, истинных сказителей, сказителей от природы. Но это имеет сказитель эпоса Манас, то есть Манасчи. Поэтому ставку мы всегда делаем на Манасчи, то есть сказителя эпоса Манас. И эта форма, этот феномен на сегодняшний день в живом виде, в традиционном виде живет в кыргызском обществе. Сказительский дар мне пришел в 12 лет. Опять-таки повторюсь, что он пришел. Я не был к этому готов, потому что я учился в советской школе, где господствовал атеизм, материализм, идеи коммунизма. И я думаю, не только я, и наше общество, советское общество, подобным, скажем, вещам, подобным явлениям, оно относилось критически. Поэтому этот дар ко мне пришел неожиданно. Я был в растерянности. Пришел этот дар через сновидение, где от меня потребовали, чтобы я исполнял Манас. А как можно было исполнять, если я учился в советской, тем более в русской школе, и не имея, скажем, кроме разговорной речи, не обладал литературным кыргызским языком, не говоря об архаизмах или старом кыргызском языке. Вот. И мне пришлось это держать в секрете, мне пришлось не распространяться вот с тем, что мне пришло. Мне пришлось скрывать от своих близких, но так уж получилось, что меня заметили, увидели, обнаружили, что я во время каникул, во время того времени, когда я после уроков пас овец, я иногда исполнял Манас, вот, то есть оно ко мне приходило, и я должен был это вынести внаружу. Вот, и кто-то из моих односельчан это заметил и доложил об этом моим родителям. Вот. Конечно, в нашем селе, возможно, никто не мог представить, что подобное случится, тем более со мной, потому что я к тому времени был активным пионером, а потом уже и активным комсомольцем. Учился я хорошо, был активистом в школе. Вот. И когда это ко мне пришло, то я не знал, что с этим делать. Но уже потом, когда мои родители узнали об этом, я вынужден был все это выложить и объясниться.
Потом уже некоторые явления, некоторые моменты происходили уже и наяву, то есть они стали приходить ко мне уже наяву, я уже стал с ними общаться. В первую очередь я хотел бы сказать, что ко мне очень часто стал приходить выдающийся сказитель, тогда его уже не было, Саакбай Каралаев, а позже я узнал, что он является моим родственником. Это выдающийся сказитель кыргызского народа, которого мы по праву считаем, хотя это и неправильно, Гомером 20 века. Можно было бы Саакбая сравнить с Гомером, а не Гомера с Саакбаем. То есть было бы правильнее наоборот, потому что Гомер-то оставил нам Илиаду как с небольшим объемом, да, текста. Вот. А Саакбай оставил огромный текст эпический, более полумиллиона стихотворных строк. И этот вариант считается на сегодняшний день самым крупным вариантом среди всех эпосов народов мира. Вот. И я уже позже об этом узнал, что он является нам родственником по отцовской линии. Он часто ко мне стал приходить, то есть посещать, исполнять манас. Он приходил и наяву, и во сне, уводил меня по ночам. То есть это вот тот процесс, когда во мне стало, скажем, проявляться то, что потом уже в будущем я стал называть сказительским даром. Были случаи, когда я уже вышел в народ, мои же одноклассники, мои же сверстники стали меня высмеивать, насмехаться надо мной. Вот. Это опять-таки говорилось о том, что кыргызская этническая культура, она была уже в какой-то степени или считалась архаичным, отсталым, и кто нес это в себе, они считались ненужным, порой даже байманапским или феодальным. И в ту эпоху, в то время, в советское время это считалось даже в какой-то степени и антисоветским. Но несмотря на это, мне пришлось вот это все выстоять и нести в себе. И, возможно, именно тогда я поставил перед собой цель, что придет время, когда я докажу, что сказительство – это есть совесть и честь народа, что эпос – это есть национальный стержень народа. И, возможно, этим я и занимаюсь сегодня. Можно было бы сказать, если это происходило и происходит среди людей, в кругу общества, там где-то на сцене или перед аудиторией, да, это можно было бы сказать сознательно. Сознательный подход вхождения в эпический мир. Но бывают ведь и такие случаи, когда оно и сейчас происходит, когда ты спишь или находишься в сонном состоянии, ты исполняешь
текст эпоса. Или общаешься с кем-то. Ну, с кем-то это значит с героями из эпоса или с духами уже ушедших сказителей. Вот. И это бесконечно, это и сейчас происходит. То есть мои близкие об этом уже знают, и об этом уже писалось не раз, говорилось об этом не раз. Мне скрывать нечего. То есть это опять-таки говорит о том, что сказитель не обладает той возможностью, чтобы управлять вот этим даром. А при возможности управлять, при желании управлять, то это будет противопоказано, скажем, той силе, которая управляет мною или моим сказительским искусством. Поэтому порой даже кажется, что сам человек, который обладает сказительским даром, он не обладает самим собой. То есть он не управляет собой. Да, и ну да, это вот термин, который мы сейчас очень часто используем, трансовое состояние или экстатическое состояние, или бессознательное состояние, или особое состояние сознания. Очень много терминологии по поводу вот этого состояния, когда человек входит вот в эпический мир или в эпическое состояние сознания и исполняет текст из эпоса «Манас». Были случаи, когда это происходило и с теми людьми, которые находились рядом со мной. И я даже порой считаю, что то, что происходит в моей семье или с моими близкими, это взаимосвязано со мной. Если я что-то нарушу, тот кодекс сказительский, тот или иной пункт из этого кодекса, скажем, или принципа, то это бьет по моим близким. Если это если я поощрен или, скажем, духи довольны мною, то это сказывается опять-таки на моих близких положительно. То есть мы сейчас только об этом говорили с моим коллегой, и это очень такое вот явление, когда человек-сказитель должен понимать, это касается и шаманов, понимать, что он ответственен не только за себя и то, что он носит в себе, а он ответственен еще за своих близких. Поэтому к этому искусству нужно относиться очень ответственно, и шаг влево, шаг вправо – это, как говорится, расстрел. То есть это такая дорожка, где ты идешь по лезвию ножа. Ты должен понимать, что ошибок, если даже Господь, Создатель, простит допущенные тобой, то духи не прощают. По отцовской линии, это вот о сказительском даре. Но и по отцовской, и по материнской линии у нас были и шаманы.
Когда мы говорим о шаманах, то тоже мы должны понимать, что шаманы бывают разных типов. Кто-то специализируется на предсказывании будущего, кто-то на целительстве, кто-то на, скажем, изменении окружающей среды и погоды. То есть их очень много разновидностей. И подобными способностями обладали и мои предки. Это мой прадед и по отцовской линии, и прадед по материнской линии. И опять-таки хочется заметить, что сказительский дар, он приходит не только, как говорится, со сказительским искусством. То есть сказитель еще и является или обладает другими способностями, именно вот шаманскими. Если этого у него нет, то он не сказитель. То есть настоящий сказитель должен обладать и другими способностями. Пусть это будет целительская способность, способность исцелять человека или, скажем, животных. Человек может быть предсказывать будущее, яснослышание, ясновидение. Вот. То есть я сказал, что их очень много разновидностей, то есть тем или иным, той или иной способностью сказитель должен обладать. И оно приходит вместе со сказительством. Вот тогда он настоящий сказитель.